Существует возможность получения энергии не только в форме света, но и в форме движущей силы и в виде любых других форм энергии прямым способом от среды. Наступит время, когда эта задача будет решена, и придет время, когда кто-нибудь сможет произнести эти слова перед просвещенной аудиторией, и на него не будут смотреть как на мечтателя. Мы кружимся в бесконечном пространстве с невероятной скоростью. Все вокруг нас вращается, все движется, повсюду энергия. Должен существовать какой-то способ, чтобы мы могли воспользоваться этой энергией более непосредственным образом. И когда, наконец, из среды будет получен свет, когда будет получена энергия, когда любую форму энергии люди будут получать без особых усилий из неисчерпаемого вечно существующего источника, человечество пойдет вперед гигантскими шагами. Из лекции Никола Тесла «Эксперименты с переменными токами очень высокой частоты и их применение к методам искусственного освещения», прочитанной перед Американским институтом инженеров-электриков 20 мая 1891. Сколько ты будешь сидеть на моей шее? Посмотри на этот счет, как мы его оплатим. А еще за садик и очередной платеж по кредиту. Так, еще свет выключили. Я не понимаю, за что мы должны платить. Пойди заработай хоть пару копеек. Год назад именно на этой схеме первый раз получил радиант. Намотал съемную катушку, протестировал. Статика появляется, но прибавки нет. Какое же должно быть соотношение между обмотками? Как сделать, чтобы вся эта статика начала работать? Вот в чем вопрос. Подожди. А как же зацеп на горизонтальной установке? Там же на одной частоте 1,66 МГц резонанс, и абсолютно непонятно, почему именно на ней. Перемотал кучу вариантов катушек, причем с разными длинами провода. А захват частоты все равно остался на 1,66 МГц. Все другие варианты с моими качерными схемами не работали. Да и не в качере дело, судя по всему. Наташ, мне с трудом верится в такую фантастику. Ну ты реальнее посмотри на нашу жизнь. Ну откуда возьмутся такие технологии? Вера, не спеши с выводами. Думаешь, если СМИ о чем-то не говорят, значит этого не существует? Ты правда веришь в конспирологические версии о том, что нам не дают жить полноценной жизнью, скрывая технологии? Я не верю, а знаю это. Потому что по долгу своей службы работаю в патентном бюро и многое перевидала. Ты не представляешь, насколько велик объем отказных заявок. Это те патенты, которым запрещено увидеть свет по причине содержащихся в них технологий, выходящих за отведенные рамки. Нас держат в этих рамках. Развитие науки нарочно тормозят, не допуская открытий, которые, например, могут сделать всю энергию бесплатной. Это свободная энергия, понимаешь?
мы уже бы жили совершенно по-другому, если бы эти открытия обнародовали. Наташ, ну откуда тебе знать, что те отказные патенты реально рабочие? Ты их проверяла? Однажды в 60-х годах японское правительство обратилось к нам с предложением продать им фонд отказных заявок. Это была бы выгодная сделка. Они предлагали хорошие деньги. Знаешь, какой шум подняли в нашей Академии наук? Был категорический отказ, обоснованный тем, что это причинит большой ущерб не только нашей стране, но и всему миру. Как ты думаешь, с чего бы это? Ведь считается, что в фонд отказных заявок попадают нерабочие патенты, которые не представляют никакой ценности. Возможно, причины такой странной работы схемы завязаны на пульсации магнитного поля Земли. А может, как у Дона Смита, каждой координате планеты соответствует своя частота резонанса, и она индивидуальна в зависимости от местоположения на поверхности. Нужно провести замеры у друга на даче за городом. Охотно верю. Но ты можешь предоставить хоть одно доказательство существования, ну, например, свободной энергии? Вера, ну конечно. Мы сейчас как раз едем к тем людям, которые вплотную изучают БТГ. Они многое тебе расскажут. Стоп. Они же говорят о свободной энергии. Простите, пожалуйста, что встреваю. А что, у нас в городе есть люди, которые занимаются БТГ? Да, этой темой занимаются в созидательном обществе. Простите, пожалуйста, мы уже спешим. Вот, возьмите визитку. Звоните в любое время. Мы вам все расскажем. Благодарю. Всего вам доброго. Какие люди и без охраны. Добрый вечер, Пал Палыч. Макс, давненько мы с тобой не виделись. Пал Палыч, у меня есть к вам один щекотливый вопрос. Помню ваш скептицизм по нашим докладам в институте. Поэтому просьба, не смейтесь, пожалуйста. Не считайте меня фантазером. Да брось. Главное в нашем деле – это понять истину. В чем твой вопрос? Как вы думаете, Пал Палыч, возможен ли вечный двигатель? Не спешите отвечать сразу. С тех пор, как расформировали наш институт, и вы ушли в оборонку, я много лет занимаюсь этой темой. Могу рассказать вам. Максим, пусть тебя не смущают мои звания и регалии. Знаешь, как тяжело оставаться своим в научной среде, подыгрывать им, наблюдая при этом весь фарс академической науки. Скажу по секрету, да, искомое тобой возможно. Скажу больше. Такие устройства давным-давно известны, изучены в закрытых институтах. Могу рассчитывать, что этот разговор останется между нами. Вы же меня давно знаете. Хорошо. Однажды по молодости я работал в засекреченной группе. Нас было 5 специалистов. Нам поставили задачу изучения одной гравитационной аномалии, возникающей от наложения магнитного поля на электрическое. Это был оборонный заказ, сам понимаешь, с практически неограниченным финансированием. Мне порой кажется, что в современном мире, не будь оборонки, наука сразу потеряет стимул к развитию. Так вот, установка представляла собой огромный медный виток, возбуждающий вокруг себя сильное магнитное поле за счет проходящего тока. Это поле пульсировало. Весь виток охватывала вторая обмотка, на которую относительно него подавалось напряжение 100 киловольт. Принцип несложный. Однако мы совершенно были не готовы к тому, с чем нам придется столкнуться. Появление избыточной энергии было не самым удивительным в работе установки. Весь кошмар скрывался в физическом изменении материи на некоторых режимах модуляции. Область аномалии рождалась и исчезала непредсказуемо. Это было невозможно контролировать. Любые предметы, попавшие туда, изменяли свою геометрию. Стальной швеллер сгибался и рвался на части, которые исчезали бесследно и неизвестно куда. Представляешь, что там будет с человеком? За 8 месяцев экспериментов мы так и не смогли получить контроль над этим. Аномалия жила своей жизнью.
будто кто-то невидимый управлял этой разрушительной силой. В зоне ее действия возникал вектор тяги, его направление менялось. Это было похоже на дыхание. Аномалия то втягивала, то выталкивала материю. Изменялся даже ход времени. Оно затормаживалось и ускорялось, а в голове у присутствующих возникали голоса и видения незнакомых миров и существ. Просто мурашки по спине. Играя с модуляцией поля, мы зашли слишком далеко в стремлении приручить это дело. Однажды ночью мы заработались допоздна, и когда все уже хотели расходиться, я попросил группу проверить одну догадку. Опыт состоял в том, чтобы резко отключить магнитное поле. В результате произошла авария. Выброс неизвестной природы взрывной волной ударил в нашу сторону. Верхнюю обмотку разорвало на части. Оборудование снесло со стоек, нас отбросило к стене лаборатории. В ушах стоял писк от контузии. Осколком фарфоровой изоляции мне повредило ключицу, а коллега лишился коленной чашечки. После этого руководство решило закрыть проект, а установку демонтировать. В конечном счете, нам так и не удалось обуздать стихию. Нашу группу расформировали. Учитывая серьезность вопроса, с нас взяли подписку о пожизненном молчании. Нам запрещено использовать полученные результаты в научной деятельности. Ого! Вы никогда раньше не рассказывали, что принимали участие в таких исследованиях. Ты не спрашивал, Макс, а я и не говорил. На том история не закончилась. Это было лишь начало захватывающего путешествия в реальности, затянувшегося на годы. Раз эти темы изучались, тогда не пойму, почему об этом никто не знает. Неужели не было утечек? Нет даже намеков в научной литературе. Представляю, каким бы прорывом были подобные исследования в наше время, когда наука уперлась в потолок развития. Ей как воздуха не хватает новых открытий. Молодой человек, вы все еще слишком наивны. Но как же так, Пал Палыч? Ведь люди страдают от непомерных цен на энергоносители именно в наше время. Именно в наше время дешевая энергия могла бы спасти цивилизацию. Вы посмотрите, что творится в мире. Каждый день от голода умирает 8 тысяч детей. В то время как с бесплатной энергией можно круглосуточно выращивать неограниченное количество продуктов. Да просто банально мне приходится искать подработки, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Бензин подорожал уже в 2 раза. Думаешь, если человечеству дать свободную энергию, оно станет счастливым? Уверен в этом. Не торопись с выводами. Мы еще поговорим об этом. О, уже приехали. Заболтал тебя совсем. Не успели обсудить твой вопрос. Ну, надеюсь, продолжим. Вот еще, Максим. У меня машина в ремонте на несколько дней. Сможешь забрать меня завтра? Конечно, Пал Палыч. Буду с нетерпением ждать нашей встречи. Отлично. Тогда до встречи. Да, до завтра. Доброй ночи. Чем я, по сути, тут занимаюсь? Что делает моя схема? Возбуждает эфир. Но как же приелась эта заезженная фраза. На форумах об этом только и говорят, но ни у кого не видно результатов. Иначе не тусили бы там, логично. Требуется понимание, но как раз его нам всем не хватает. В чем же дело? Как правильно собрать энергию? Уже перепробовал кучу разных приемных катушек, результат нулевой. Может быть, нужно подобрать геометрию и длину обмотки под волновой резонанс. По крайней мере, об этом писали на форуме. Сижу и тыкаю наобум в надежде, что получится. Процесс затянутый, как сериал «Санта-Барбара». Особенно с учетом того, что провода в моих запасах уже почти не осталось. Как же дорога нынче медь. Мотаю из каких-то обрывков. Да и стоит ли доверять тому, что говорят на форумах? В очередной раз измотать на катушке весь имеющийся провод и остаться опять ни с чем. Похоже, без помощи Пал Палыча я с этим застряну на долгие годы.
Привет, Макс. Пал Палыч, вы не представляете, как я рад видеть вас снова. Ну, рассказывай по порядку. Мне не терпится поговорить с вами о бестопливном генераторе, над созданием которого я работаю. Однажды, проводя эксперименты с катушкой Теслы, я случайно попал на странный режим. Когда в ней возникла постоянная составляющая до такой силы, что все вокруг в комнате зашипело, стало трещать и искрить. Отовсюду стекал положительный заряд. И это продолжалось даже после отключения питания. Сами понимаете, что такое невозможно по определению, потому что мы имеем дело с резонансным трансформатором. А он может работать только на колебаниях. Я лишился дорогущего осциллографа и в довесок вылетел ноутбук жены, за что получил от нее звездюлей. Откуда мог взяться столь мощный выброс статики? У меня только одна версия – зацеп со средой. Хорошо. А что ты понимаешь под зацепом со средой? Это жаргонное, обозначает возбуждение эфира. Макс, чувствую, что ты понятия не имеешь, о чем ты говоришь. Как же, об эфире. Среда – это эфир. Максим, ты так свободно оперируешь понятием эфира, будто знаешь, о чем речь. Но ты не один в своем неведении. К сожалению, в наше время мало кто имеет верное представление об эфире. И это вполне понятно, ведь эфир был выброшен из науки еще во времена становления. Ты когда-нибудь видел настоящую таблицу Менделеева? В смысле настоящую? Ее проходят в школе. Разве она имеет какое-то отношение к эфиру? И вообще, Менделеев был химик. Еще как имеет. До 1907 года в таблице Дмитрия Ивановича присутствовала нулевая группа и ряд. Там располагался нулевой элемент, под которым Менделеев подразумевал эфир. Однако сразу после его смерти началась умышленная фальсификация таблицы. Эфир из нее просто выбросили. При этом остальные элементы нулевой группы перенесли вправо и ввели периоды. Такая лишь на первый взгляд безобидная манипуляция являлась сознательным устранением главного методологического звена в открытии Менделеева – эфира. А кому это понадобилось? Заказ на искажение бессмертного творения Менделеева был поручен Борису Меншуткину, сыну близкого друга и соратника Дмитрия Ивановича. Это стало настоящим предательством. И нисколько не смущаясь предисловий к первому фальсифицированному варианту периодического закона Менделеева, Меншуткин заявляет, что Менделеев якобы всегда выступал против особой роли мирового эфира. А в 1926 году в своей бесподобной по цинизму статье он прямо так и написал, что, представляешь, Менделеев был противником эфира. Дмитрий Иванович Менделеев совершил переворот в естествознании XIX века и заложил фундамент в химической науке на все последующие времена. Этим фундаментом стал периодический закон химических элементов, в основу которого Дмитрий Иванович положил эфир. Уже с 70-х годов у меня назойливо засел вопрос: да что же такое эфир в химическом смысле? Он тесно связан с периодической системой элементов, ею возбудился во мне. Но только ныне я решаюсь говорить об этом. Так писал Дмитрий Иванович Менделеев в своей работе «Попытка химического понимания мирового эфира», которая была опубликована в январе 1903 года в журнале «Вестник и библиотека самообразования». Куда же исчез элемент X из периодической системы Менделеева? Сегодня для нас это принципиальный вопрос. Та экологическая катастрофа, в которой человечество оказалось сегодня, произошла в результате использования углеводородов в качестве основного источника энергии современной цивилизации, в то время как эфирные технологии открывали человечеству доступ к неисчерпаемому источнику экологически чистой энергии. Кому это было невыгодно?
Таблица химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева увидела свет весной 1869 года. В ней российский химик смог сгруппировать и расставить знания о каждом химическом элементе в виде практичной таблицы, которая сейчас знакома каждому школьнику. К сожалению, не в каждой стране Дмитрий Иванович Менделеев упоминается как автор этой таблицы. И самую главную тайну открытия ученого тоже знают немногие. На оттиске из «Основ химии» его рукой около символов водорода сделана надпись, которую можно расшифровать так: «Легче всех эфир в миллионы раз». По-видимому, эфир представлялся Менделееву наилегчайшим химическим элементом, а в известной краткой энциклопедии Ларусса от 1898 года дается классическое определение эфира: жидкость невесомая, упругая, наполняющая пространство, проникающая во все тела и признаваемая физиками за причину света, тепла, электричества и прочее. Этот факт говорит нам о том, что понятие эфира было широко известно и в то время, и в XIX веке его существование не ставили под сомнение. Характеризуя мировой эфир, Менделеев считал его элементом всюду распространенным и всепроникающим, неспособным к химическим соединениям. В периодической системе он разместил элемент X, эфир, в нулевом периоде нулевой группы, как наилегчайший аналог инертных газов. Менделеев в свое время не обладал всей полнотой знаний, которыми обладает современная наука. Он искал эфир в мире веществ, атомов и молекул. Однако он прекрасно понимал, что задачу тяготения и задачи всей энергетики нельзя представить реально решенными без реального понимания эфира как мировой среды, передающей энергию на расстояниях. Дмитрий Иванович Менделеев. Мысли к познанию России, 1906 год. В последний раз в неискаженном виде настоящая таблица Менделеева увидела свет в 1906 году в Санкт-Петербурге в учебнике «Основы химии», 8-е издание. Казалось бы, мир должен был принять открытие Менделеева как величайший прорыв в науке, который открывал огромнейшие перспективы для человечества. Свободная энергия давала возможность выйти на новый уровень развития еще в начале XX века. Но, видимо, данная перспектива совершенно не входила в планы тех, кто, контролируя углеводороды, имел неограниченную власть и деньги. А еще, возможно, элементарная зависть и интриги в научных кругах сыграли не последнюю роль в том, что уже в 1907 году, сразу после ухода из жизни Дмитрия Ивановича, элемент X или эфир был удален из периодической системы. Дело в том, что в той версии периодической системы элементов, которая выгравирована на памятнике Менделееву, правая колонка благородных газов сдвинута влево, так что представляет собой нулевую колонку. А над первой строкой, где в классическом варианте периодической таблицы размещены водород, гелий и так далее, есть нулевая строка, и в нулевой строке и нулевом столбце находится нулевой элемент, который Менделеев назвал ньютоний, и который он именовал эфиром, самый важный и самый динамичный элемент, как он утверждал. Ключевая проблема здесь заключается в том, как, согласно боровской модели атома, объяснить структуру элементов до водорода. Ведь водород — первый элемент в таблице, потому что в его ядре только один протон и один нейтрон. Следующий элемент гелий имеет два протона, литий — 3, и так далее, и так далее. Ньютоний и следующий за ним короний, которые находятся до водорода, не вписываются в модель Бора. И они были просто исключены из современной версии периодической таблицы. Поэтому их не существует в современной версии периодической таблицы элементов. Дело в том, что Дмитрий Иванович Менделеев, он считал, что даже закон, периодический закон химических элементов,
это только подступы к овладению мировым эфиром. Вот Менделеев штурмовал вершины, пытаясь найти мировой эфир и овладеть им как неким энергетическим средством. Он, если вы помните, не только занимался химией, он занимался метеорологией, собственно, основоположник метеорологии. Он занимался одновременно развитием химической промышленности, производством керосина, а позже и бензина, нефтепереработки. Но он считал, что и нефтепереработка, и система меры весов максимально совершенная, и периодическая система элементов – это только какие-то грани мироздания, а он хочет выйти на самые главные фундаментальные законы, в том числе закон мирового эфира. Этот закон мирового эфира позволит ему, среди прочего, овладеть такими средствами энергетики, которые сделать ненужными и нефтяную промышленность. Или, по крайней мере, подчинят ее себе. После удаления элемента X было почти 100 лет забвения, и только в 2002 году подлинная таблица Менделеева вновь восстает из пепла благодаря публикации диссертации в научном журнале русской физической мысли Русского физического общества. Максим, понимаешь, эфир является настолько фундаментальным звеном во всех процессах, что без него мы сейчас бы даже не могли с тобой разговаривать и думать. Это каркас всего нашего мира, без которого были бы невозможны никакие взаимодействия. Но сам по себе эфир – это только начало. А за ним стоит нечто гораздо большее, что поддерживает его функционирование. Именно оно является источником любых энергий, которые формируются в пригодные виды для нашего мира уже с помощью эфира. То есть, по сути, эфир лишь посредник. И посредник, я тебе скажу, довольно хитрый. Он за свои услуги забирает часть передаваемой энергии. Вам рассказывают байки о том, что эфир является безграничным источником энергии. Но это лукавство, потому что истинный, беспредельный источник находится в руках того, кто создал и управляет информацией. А эфир всего лишь преобразователь. Но чем мне помогут эти тонкости о высших материях? Неожиданно, конечно, слышать от вас разговоры о запредельном. Вроде бы среди ученых такое не принято. Вы лучше подскажите, что требуется намотать в качестве съемной катушки, чтобы получить прибавку? Может, есть какие-то волшебные частоты для настройки? С твоим подходом, Макс, не видать тебе БТГ как собственных ушей. Думаешь, я просто так тебе здесь рассказываю о связи эфира с запредельным? Павел Павлович, позвольте возразить. В интернете много примеров различных БТГ и удачных репликаций. И что? Все эти люди как-то взаимодействуют с запредельным? Это что, магия, что ли? Нет, конечно. Но и настоящего БТГ ни у кого нет. Удивлен? Как это нет? Открою тебе тайну, Макс. То, что исследователи принимают за свободную энергию, на самом деле не является таковым. Обрати внимание на все известные типы генераторов. Их объединяет общая черта. Нет ни одного долговечного прототипа. У одного разрушается заземление, и раз в месяц приходится забивать новые электроды. У другого полупроводник долго не живет, в режиме лавинного пробоя деградирует кристалл. У третьего изменяется состав провода обмотки. Он становится хрупким, теряет свои характеристики, что говорит о трансформации вещества на атомарном уровне. Понимаешь? За 2 месяца работы постепенно рассыпаются на части. Известные прототипы магнитных генераторов, типа как у Серла, демонстрируют недолговечность магнитов. В некоторых репликациях они теряют намагниченность всего за несколько часов работы. И этот список можно продолжать бесконечно долго. Вот неожиданность. А я-то думаю, почему изобретатели, получившие результат, продолжают годами совершенствовать свои установки, будто чем-то не удовлетворены? Многие из этих установок позволяют получать энергию весьма дешевым способом. С этим не поспоришь. Такая энергия гораздо дешевле, чем на электростанции. Однако это не БТГ в полном смысле слова. Это просто ныне тщательно скрываемые способы преобразования вещества в энергию. Примерно как внутри ядерного реактора, где граммы урана превращаются в тепло по известной формуле E равно mc квадрат. И в таких генераторах тоже не обходится без побочных излучений, подчас неизученной природы. Кстати,
По этой причине многие исследователи БТГ отхватили по полной, лишившись здоровья. Да, мы пока что умеем только разрушать. Даже с целью получения энергии мы разрушаем материю. Ну а чтобы что-то создавать, требуются знания совсем другого уровня. Так ведь? И у нас их нет. Причина кроется в абсолютно неверном подходе. На настоящий БТГ требуется, скажем так, разрешение из высших сфер нематериального мира. Источник энергии там. Знаешь, по молодости, как и у тебя, мой подход к энергии был чисто механистическим. Я ее воспринимал как вещь, которой можно манипулировать. Мне казалось, что достаточно там подкрутить, здесь припаять, здесь намотать, и все получится, энергия попрет. Но столкновение с бездной, когда мне сломало ключицу, резко изменило мои представления. В один момент в голове будто все переключилось. Мы хотели управлять этим, а нам указали наше место, дав понять, что мы лишь муравьи перед реальностью, перед разумной силой, понимаешь? Перед разумной силой. Да. Но как же быть с творящейся несправедливостью в мире? Богатые богатеют, бедные беднеют. Энергетический кризис вошел во все сферы нашего существования. Да-да, именно существования, а не жизни. Мы вынуждены тупо выживать, растрачивая себя на искусственно созданные проблемы. Хочется выйти от такой несправедливости. Я помогу тебе, но только в рамках дозволенных мне самому. А дальше сам. Парень, ты смышленый. Для доступа к настоящему источнику свободной энергии тебе придется взяться за собственное духовное развитие. А там я тебе не помощник. Ну а сделать преобразователь небольшой мощности и попроще – это можно. Тебе с семьей хватит с лихвой. Павел Павлович, дайте хоть намек. Я буду безмерно благодарен вам. Давай применительно к полученному тобой результату. Что у тебя получилось? Возникла постоянная составляющая, так? А это признак того, что ты открыл дверь в пространство следующей мерности. Проще говоря, тебе случайно удалось возбудить ячейки эфирной решетки, которые твое воздействие выправили ответом в виде статики положительного знака. Вот почему у тебя в квартире все предметы начали буквально изливать положительный потенциал. Это еще повезло, что электрика прогорела только в твоей квартире. Могла бы у соседей и вообще во всем доме. Через такое явление проходили многие. Тесла называл это радиантом. Можно и так. Но не думай, что сам по себе радиант дает искомую прибавку. Его появление – это лишь начало марлезонского балета. Твоя катушка должна зазвучать, причем в буквальном смысле этого слова. Звук является одним из проявлений эфира. Да, задачка не из легких. И как же заставить это дело звучать? Модуляция входа. Думаешь, Никола Тесла просто так создавал вращающиеся разрядники с возможностью регулирования длительности перекрытия? Он заставил звучать всю планету, когда подобрал верный период модуляции, примерно 1/12 секунды. Мне все это напоминает продольную волну, о которой говорят на форумах. Верно. Это один из корней уравнений Максвелла, упраздненный под влиянием Герца. Когда возбуждается такая волна, в окружающем пространстве появляется энергия, однако непосредственно взять ее не получится. Это я уже понял. Пробовал с помощью съемной катушки, ничего не вышло. Но я не могу понять, почему при этом энергии вокруг становится больше, а взять ее нельзя. По-моему, энергия либо есть, либо ее нет. Думай шире, Макс. Продольная волна – это не трехмерное явление. В твоей установке она принимает форму двух вихрей, вращающихся в противоположных направлениях. Поэтому не появляется ничего на съемной катушке. Вихри уравновешивают друг друга. Ты же знаешь, все в мире стремится к равновесию. Да, но получается, что никакими известными способами это дело не преобразовать в пригодную для использования энергию. Почему же? Малоиндуктивный бифиляр. Но хочу тебя предостеречь. Поначалу процессы в установке нарастают плавно, а затем выход на режим развивается со скоростью взрыва.
Поэтому будь предельно осторожным и береги глаза. Ты не смотри, что установочка маленькая. Если попадешь на саморазгон, то мощность будет ограничена только сечением провода бифа. Не говори потом, что я тебя не предупреждал. Необходимо будет сделать все так, как я тебе сейчас расскажу. Ты меня услышал? Я сейчас внимателен, как никогда. Значит так, начнем с конструкции, а затем перейдем к методике настройки. Смотри. Одно плечо бифа мотается в соотношении 3 к 4, а второе... Сегодня несколько раз включали-выключали электричество. Сгорел холодильник. Вот. За сегодня это все. Так, сделал все, как сказал Пал Палыч. Должно заработать. Первым делом модуляция. Подбираем по максимуму амплитуды статики. Как быстро растет амплитуда, невероятно. Наверное, вот так достаточно. Теперь подаю возбуждение бифиляра. Ничего себе! Какой успех! Это реально работает! Но слишком большая мощность, переборщил с возбуждением бифа. И еще, нужно немного расстроить параллельный контур. Схему придется перепаивать заново. Все сгорело. Блокирующий конденсатор вообще разнесло в щепки. Пал Палыч предупреждал, что такое может случиться. Что у тебя с лицом, Макс? До сих пор успокоиться не могу. Вечером подобрал параметры сигнала, как вы сказали. Статика просто зашкаливала. Я спешил подать возбуждение в бифиляр, ну и немного переборщил. Установка пошла в разнос. Взорвался блокирующий конденсатор. Я тебе говорил, техника безопасности на первом месте. С магнитным полем нельзя так обращаться. А ты что сделал? Ты резко подал ток. Запомни, в этой установке действуют совсем другие силы. Это тебе не выключатель, который можно щелкать без последствий. Если честно, я надеялся, у тебя ничего не получится. Но почему, Пал Палыч? Макс, пойми меня правильно. Я не хочу, чтобы ты выпустил джина из бутылки и навредил себе и окружающим. Раскрыв тебе принцип, я взял на себя ответственность за твою жизнь. Что-то мне подсказывает, что ты соберешь все те грабли, на которые уже наступили везунчики, построившие БТГ. Даю вам слово. Я буду осторожнее с экспериментами. Ладно, поехали. Вспомни Теслу. Он имел дело с несравненно большими мощностями, но при этом умудрился дожить до преклонного возраста. И дело не только в технике безопасности. Ты должен научиться держать язык за зубами. Теслу постигла неудача всей его жизни, потому что он слишком много рассказал не тем людям. В результате ему не дали осуществить мечту, в которой он хотел подарить людям бесплатную энергию. А в конце жизни его даже пытались убрать. Убрать? Осенью 1937 года, когда Тесла переходил дорогу во время ежедневной прогулки, его сбила машина. Это легко можно было подстроить, так как Тесла годами гулял по одному и тому же маршруту. Он получил перелом ребер и воспаление легких, перешедшее в хроническую форму и пиковавшее его к постели. Он умер спустя 6 лет от тромбоза коронарных артерий. По всей видимости, так и не оправивший до конца. Конечно. Тесла был невыгоден тем,
кто планировал превратить энергию в товар. Вполне логично, что ему хотели заткнуть рот. Но, наверное, слишком уж ценна его фигура была для них же самих, чтобы открыто ему угрожать. Совершенно верно. Молчанию его пытались научить неоднократно. Но Тесла оказался достаточно предусмотрительным, чтобы открыто патентовать БТГ. Когда он окончательно понял, кто такой Морган, то принял решение работать на будущее. Он разбросал свой секрет по отдельным патентам. Соединив их вместе, можно собрать работающую установку. Впоследствии такой ход позволил избежать сильного искажения патентов теми, кто их подправлял, подгоняя под официальную науку. Итак, что такое мировой эфир и почему он был скрыт от нас? Эфир – это тот же самый тайный код, что и древнее ведическое понятие Акаша, обозначающее единое энергоинформационное поле Вселенной. Об эфире знали еще с древних времен. Ученым, который дальше других продвинулся в изучении эфира, был Никола Тесла. В частности, он изучал электромагнитные явления, вызванные эфиром. Тесла занимался не только теоретическими исследованиями этой субстанции, но и ее практическим применением. В своих исследованиях он пришел к выводу, что эфир представляет собой прозрачную субстанцию, заполняющую весь мир. Это сверхлегкий газ, состоящий из мельчайших частиц, которые движутся с огромной скоростью в бесконечном потоке излучения. Тесла назвал их основными солнечными лучами. А вот современное определение эфира. Эфир – это всепроникающая мировая среда, состоящая из сверхлегких элементов, обладающая неисчерпаемыми запасами информации и энергии и способная передавать энергию практически мгновенно на огромные расстояния. Иными словами, эфир – источник и носитель всех видов энергии в природе. Тесла изобрел синхронный электродвигатель, асинхронный генератор, внедрил многофазные системы и огромное количество устройств, работающих на переменном токе. Но это было не главным его детищем. Главной темой его жизни был эфир, который он планировал изучать на своей гигантской установке башня Вондерклифф, строительство которой началось в 1901 году. Об этом Тесла пишет в своем дневнике так. На Лонг-Айленде, возле железнодорожной станции Шорхэм, я купил участок в 81 гектар и назвал его Уорден-Клиффом в честь продавца Джеймса Уордена, владельца Северной промышленной компании. Темпы, которыми шло строительство башни, были довольно быстрыми для столь сложной конструкции. Но в 9 месяцев уложиться не удалось, и в январе 1902 года мне пришлось просить у Моргана отсрочку. Он согласился дать мне еще 9 месяцев и увеличил сумму финансирования. Я был так рад, что изменил свое мнение о Моргане. Да, он выкручивал мне руки, но он же и пошел на уступки. Даже в дельцах такого уровня просыпается что-то человеческое, когда они сталкиваются с проектами, подобно моей мировой системе, думал я. Наивным я родился, наивным и умру. Здесь стоит подробнее пояснить о том, кто такой Морган. Морган Джон Пьерпонт-старший – это один из крупнейших банкиров и предпринимателей своей эпохи, масон. Он был представителем тех самых клановых семей, управляющих миром, так называемых суперэлит, вроде Джона Рокфеллера, Джейкоба Ротшильда и прочих. Морган-старший был основателем крупнейшего современного финансового холдинга JP Morgan Chase & Company, рыночная капитализация которого составляла $387 миллиардов и активами под управлением на $2 триллиона. В своем дневнике Тесла так охарактеризовал Моргана. Морган был хищником. Он съедал всех, кто стоял у него на пути. Он не терпел делиться доходами с кем-либо, он любил повелевать и не любил договариваться. Я прекрасно понимал, что если он даст деньги, то взамен потребует, чтобы вся власть была у него одного.
Самое большее, на что я мог рассчитывать, имея дело с Морганом, было бы положение технического консультанта. Я был наслышан о том, как Морган ведет дела. Он разорял не только конкурентов, но и тех, кто не представлял для него угрозы, если они чем-то рассердили его. Оставшись недовольным обслуживанием в ресторане, Морган мог купить этот совершенно ненужный ему ресторан только для того, чтобы вышвырнуть весь персонал на улицу. Отправляясь к Моргану, я прекрасно понимал, что иду совать голову в пасть тигру. Когда я готовил проект мировой системы, то и в мыслях не держал показывать его Моргану. Я хотел создать мировую систему для блага человечества, а не для обогащения семьи Морганов. Я хорошо представлял, как пойдет дело с Морганом. Взамен на предоставленное финансирование он потребует гарантий, которыми свяжет меня по рукам и ногам. Контрольные пакеты во всех общих компаниях, залог всех патентов и прочего. Причем все это будет так обставлено его юристами, что в любой момент он сможет выставить меня вон. Я думал всю ночь и часть утра перед тем, как отправиться к Моргану. Не работал, а просто сидел и думал, взвешивал за и против. Я понимал, что это мой единственный шанс. И понимал, что Моргану нельзя отдавать полный контроль над мировой системой. «Где волк не пройдет, там змея проползет», — говорил мой отец. Я решил показать Моргану только часть моего проекта, ту, что касалась мировой радиосвязи. Я отдал в залог Моргану свои патенты, касающиеся радио, и согласился на то, что он получит 51% акций в нашей компании, которая будет передавать и принимать трансатлантические сообщения. В этот миг я мысленно похвалил себя за предусмотрительность, за то, что не ознакомил Моргана с другой, главной частью моего плана. Получив власть над мировой системой, он стал бы энергетическим королем земного шара и диктовал бы свою волю правительствам и целым народам. Тесла прекрасно знал, что в составе технического персонала при строительстве башни были люди Моргана, представленные им для контроля за тем, куда Тесла тратит его деньги. После постройки подземной части этим шпионам стало ясно, что башня предназначалась не только для передачи радиосигналов. Об этом они и сообщили Моргану. Так он узнал, что Тесла его обманул. Тесла скрыл от Моргана свою истинную цель строительства башни, которая состояла в беспроводной передаче энергии по всей планете. Узнав об обмане, Морган пришел в ярость. Однако он не был бы Морганом, покажи он свои эмоции. Морган никогда не прощал даже малейшего неуважения к себе, а тут вскрылся такой преднамеренный обман. Более того, он осознал губительность идей Теслы для своей финансовой империи. Их развитие привело бы к уничтожению целых отраслей промышленности, радикальному сокращению добычи угля и нефти. Большая четверка мировых отцов современной версии потребительского формата – Морган, Рокфеллер, Варбург и Ротшильд – принимают решение скупить и уничтожить технологии Теслы. А сам Тесла попадает под колпак контролируемых ими спецслужб. Но на этом они не остановились. Пользуясь своим колоссальным влиянием, Морган подорвал доверие других инвесторов проектам великого изобретателя. С помощью подконтрольных средств массовой информации распространял клевету и обильно поливал грязью Теслу и делал всей его жизни проект башни Вондерклифф. А чтобы у Теслы не возникло последователей, финансисты приступили к убеждению научного сообщества в бесперспективности его идей. Главный удар они нанесли по фундаменту энергетики Теслы, по эфиру. Так появился заказ на создание теории, отменяющей эфир. Исполнители нашлись в мировом банковском центре Берне, где был создан научный кружок Академия Олимпия, который возглавил на тот момент никому неизвестный безработный Альберт Эйнштейн. Итогом его деятельности и всемирной пропаганды теории относительности впоследствии стал Конгресс Союза немецких естествоиспытателей и врачей в Германии в 1920 году. На этом съезде было официально упразднено понятие «эфир». Так произошла диверсия в науке, препятствующая открытию свободной и бесплатной энергии эфира. С тех пор человечество было вынуждено существовать в рамках углеводородной энергетики.
энергетики. Итогом этого стало глобальное разрушение экологии. Мы знаем, что энергия — это основа экономики и производства. Но по сути, она лежит в основе всех существующих теорий. Но официальная наука искусственно поддерживает статус-кво исключительно в интересах тех, кто финансирует ее работу. И именно поэтому, на мой взгляд, сегодня происходит ограничение развития науки. Все мы, как общество и как индивидуумы, несем большую ответственность перед настоящим и будущим. Как давний исследователь наследия Теслы и особенно древних ведических знаний, я абсолютно уверен, что будущее цивилизации лежит в технологиях Теслы, связанных с эфиром. Наука и духовность — это правильный путь. И это именно тот путь, с которого мы свернули 120 лет назад, и на который мы должны вернуться, если хотим развиваться. Мы должны вернуться к идеям Теслы. Тесла осознал, что изначально связался не с теми людьми, и впоследствии он сказал: «Я прекрасно понимаю, что многие чины из военного руководства получают отчисления от военной промышленности. Им выгоднее, чтобы производилось как можно больше оружия, обмундирования и так далее. Им выгоднее, чтобы война длилась как можно дольше. Моя установка лишит их прибылей. Я не тружусь более для настоящего, я тружусь для будущего. Идеальный мир, в моем понимании, это мир без голода, войн и проводов». А ты знаешь, что самые значимые наработки Теслы в области эфирных технологий засекречены? То, что можно видеть в открытом доступе, далеко не все, чем он занимался на самом деле. Догадываюсь. Уже много лет ребята на форуме обсуждают и пытаются строить установки из его патентов. Но ничего, что выходило поза рамки известной физики, у них не обнаружено. Такое чувство, будто его работы были отредактированы и подогнаны под официальную науку. Естественно, иначе сегодня БТГ был бы у каждого. Взять тот же проект Вандерклифф. Но не смешно ли? Нам пытаются рассказать выдумку о том, что Тесла хотел передавать энергию посредством проводимости верхних слоев атмосферы. Но при этом никто не заостряет внимание на подземной части башни, а смысл следовало искать именно там. Пал Палыч, а что вы думаете о связи Теслы с Тунгусской катастрофой? Отвечу обтекаемо. Одной из областей его интересов была безотратная передача энергии на большие расстояния в виде тороидальных образований. Это не электромагнитная и не звуковая волна. Наука отрицает возможность такого способа передачи. Однако есть ученые, которые догадываются, о чем идет речь. Эфир – это среда, которая заполняет все пространство, так простыми словами. И в этой среде осуществляется все взаимодействие, и идет передача информации по ней. Говорят, что передается информация с помощью полей электромагнитных и прочих. А что такое поле? Это некая волна, вот, изменяемая. А волна возникает обязательно в какой-то среде. Вот, только в какой-то среде, и тогда она реально существует. И отсюда получается, что эфир как бы должен быть. Ярым сторонником эфира был Тесла. Причем он сначала пришел к этому практически. Вот он посмотрел, вот такой случай интересный, как вот курящий создает кольца из дыма, выпускает кольца. А что такое кольцо? А вы заметили, оно вибрирует, вот, и оно крутится и ползет, но не распадается. Дым не просто рассеивается, представляете, как интересно, а держатся кучки, но он крутится, тор такой вот, вращается, и он уходит, ну потом он расползется как-то вдали. Потом он сделал опыт, когда пускал в воде вот эти кольца. Значит, он сосуд
там чернильный раствор, и он там ударял, и через такое отверстие выбрасывались тоже изображения уже дыма. Не дыма, а вот окрашенное. Тоже получалось кольцо, оно выходит и ползет, разбивалось, когда дошло до края, допустим, какой-то ванны. И тут ему стукнуло. Гений. Говорит, так это же фактически шаровая молния. Почему шаровая молния не исчезает, как обычно? Знаете, вот искра прошла, ее нет уже. Короткое замыкание. Она существует и живет себе. Пришла куда-то, как рванет, и не знаешь, когда. Она может пройти через стекло, и хоть бы что, вот. И вдруг где-то, непонятно, но какая-то преграда ее остановила, разбилась. Значит, тогда он предположил, что это все должно в среде быть. Все эти движения, образование вот этих вихревых, а почему шаровая молния электрическая? Эти торы вращательные, они обрастают электронами, то есть заряжаются. Они, заряжаясь, и светятся. И получается вот эта шаровая молния бегает. Тогда он, значит, придумал такое. Я же могу эти вот эти кольца создавать из других видов поля. И невидимого поля, чисто электрического, не обязательно шаровая молния. Вот. И посылать. А это же энергия. И оно проходит через пространство и где-то потребляется в другом месте. Это беспроводная передача через эфир. Тогда он еще додумался, а что если эту штуку послать к Луне? Вот, до Луны дошло, у Луны свое поле, имеется электрическое, которым окутана Луна, так же, как Земля имеет свое магнитное поле и электрическое. Она оттолкнулась от того поля и вернулась к Земле. От Земли оттолкнулась, а потом опять идет накачка энергии. Когда она начинается, вот такие вот возвраты, усиливается энергия, так это же как раз механизм работы лазеров. Идет самофокусировка, идет самовозбуждение и усиливание первоначальных световых потоков. Он был в истоку лазеру Тесла. Да, так вот такие вещи он понял, что это сулит человечеству. Если вот такую гигантскую энергию передавать на расстояние, а потом там избирательно ее нейтрализовать, какой взрыв будет? Вот. И есть версия, очень такая жизнеспособная, что Тунгусский метеорит – это эксперимент Теслы, что он выбирал место, где же проверить работу вот этих вот вихревых образований, работающих в эфире. Ура! Схема работает! Осталось стабилизировать выходной каскад, проверить пульсации. Если стабильно, то все. Можно запитывать домашнюю электрику. И делать следующий, более мощный вариант. Это уполовинит наши расходы на коммуналку. Да, нужно будет платить понемногу, чтобы не заподозрили. Второй момент — обязательно поделиться схемой, иначе слишком велик риск держать ее только в одном месте. Это место становится небезопасным. Макс, я сегодня срочно улетаю в командировку, меня долго не будет. Отвези меня вечером в аэропорт. Еще в прошлом было свободно. Прошлое.
но спрятали от нас. Технопрорыв, факт-пас, перекрутили, забыли и просто забили. В 19 веке уже электромобили. Наука того времени очень возросла. Эфир использовали, а не масла. Тесла прорыв, что-то нарыл, интересный факт. Это все real. Думаешь, это все снится? Так почему все скрывают такие удивленные лица? Мы еще многого не знаем. Ты думаешь, это все снится? Так почему все скрывают такие удивленные лица? Мы еще многого не знаем. За кулисы молчит, за собой тащит. Скрытое многое и многое значит. Открытие прошлого изменили мир. Есть вопрос, где долгий про эфир. Кто-то тормозит весь процесс. Человечество рано все в регресс. Свободная энергия, ритм сердец. Ибо всему приходит конец. Разве технологии только для элит? Простые люди тоже хотят жить. Космический корабль, причем не один. Люди, великаны, артефакты, узы. Пал Палыч, вы не представляете, как я вам благодарен. До сих пор поверить не могу, что она работает. За несколько бессонных ночей удалось стабилизировать работу установки. Небольшой расстройкой контура получилось предотвратить саморазгон и уход в разнос. Блокирующий конденсатор заменил на качественную пленку, он теперь чуть теплый. Молодец, схватываешь на лету. Благодаря настойчивости твоя мечта осуществилась. У меня к вам есть один вопрос. И мне кажется, я знаю, что вы мне ответите. Дай угадаю, ты хочешь теперь выложить принцип в сеть? Да. Не могу смотреть на то, как люди страдают и пытаются выжить в условиях нынешнего давления со стороны элит. Я хочу хоть немного сгладить тяготы простого человека, сделать его менее зависимым. Макс, ты оказываешься на пути той силы, которая остановила развитие всего человечества на целых 90 лет. С 20-х годов прошлого века научное понимание строения материи не продвинулось ни на шаг. Думаешь, это случайно? Кто-то намеренно затормозил прогресс. Будь бдителен. Эти люди не считаются ни с чем. Твоя жизнь для них вообще ничего не стоит. Хочешь мое мнение? Я категорически не одобряю твоих благородных стремлений. Скажу более. Очень многие еще до тебя, кто хотел распространить информацию и готовые установки, очень плохо кончили. Это не единичные случаи. В конечном счете, без Пал Палыча ничего бы не получилось. У меня нет права распоряжаться принципом без его согласия. Но как же тяжело молчать, когда ребята на форумах убивают годы жизни на поиск, а у тебя есть готовый рецепт. Никто же не запрещает рассказать намеками, не раскрывая всего полностью. Так и сделаю. Размещу пока на одном форуме общее описание, без тонкостей. Похоже, что одних только намеков недостаточно. Никто ничего не понял из моего описания, а тему, как обычно, заболтали. Оно и понятно. Здесь нужна конкретика со схемой, конструкцией и порядком настройки. Ребята уже настолько измотались в поиске, что скептически реагируют на что-то новое, восприняв описание установки как мои личные фантазии. Сколько уже было таких? Да, вполне логично задают вопрос, а ты сам-то получил прибавку? Взять и ответить утвердительно. Написать, что у меня есть рабочий БТГ? Нет. Нет, не стоит привлекать к себе лишнее внимание. Не буду пока ничего отвечать. Так, что тут у меня в личке? Одно сообщение от какого-то Славика. Здравствуйте, вы привели потрясающее описание установки, мне теперь почти понятен принцип, но не хватает нескольких моментов для полной картины, не могли бы вы помочь прояснить их? А почему бы и нет?
Со всего форума только один человек откликнулся и просит о помощи. Надо ответить, ведь Пал Палыч помог мне в такой же ситуации. Вячеслав, добрый день. Спасибо, что быстро откликнулись, не надеялся на ответ. Сейчас в этой теме все закрыты, на форуме каждый сам за себя. Да, похоже, никто не понял моего описания. Как это можно не понять, ваш пост — это шедевр. Как вам удалось заставить статику работать? Друг подсказал, как правильно выполнить съем. Передайте, что он гений, его принцип потрясающе элегантен, это совершенство инженерной мысли. Спасибо, передам. На чем вы застряли? На съеме. Что делать дальше со статикой? Измотал уйму катушек, но ничего не получается. Да катушки не помогут. Нужен другой подход. Есть схема с подробным описанием настройки. Но у меня условия. Никто не должен знать, что это от меня. Договорились? Не вопрос. Эта информация останется между нами, даю слово. Добро. Ловите файл. Только наше невежество заставляет нас пользоваться ископаемым топливом. Константин Эдуардович Циолковский. Практически все ученые, получившие значимые результаты, использование которых противоречило бы интересам энергетических монополистов, подвергались угрозам, подкупам, преследованиям и даже физическому уничтожению. Вот только некоторые примеры. Жерар Рено, известный французский физик, в своей лаборатории в Гренобле в 1926 году построил машину, которая работала на самозапитке. Это открытие, как и многие ему подобные, было сделано случайно. Рено говорил, фактически машина двигается благодаря простому электричеству, но электричество из воздуха. Если мы будем применять такие технологии на практике, то за несколько лет достигнем рая на Земле. Французская академия наук потребовала, чтобы Рено приехал в Париж и продемонстрировал свое изобретение. Он согласился, прибыв в столицу вместе со своим помощником и установил машину в экспериментальном театре. Незадолго до самой демонстрации он хотел объяснить, как она работает. Его ассистент присутствовал при этом. Внезапно произошел взрыв. Пламя было настолько сильным, что вырвалось из дверей и окон помещения. Машина мгновенно превратилась в груду обломков. Рено и его помощник погибли во время взрыва, а тайну изобретения унесли с собой в могилу. Американский физик Лестер Хендершот создал генераторы без видимого источника энергии, после чего он был обвинен в шарлатанстве. Лестер реакцию публики учел и к 1960 году, кроме 2 новых генераторов, выдал еще и документацию на 56 страницах с объяснением для гуманитариев, что Земля является гигантским магнитом, который каждый день способен дарить человечеству сотни миллиардов вольт. Лестер продал свое изобретение за $25 тысяч одной крупной корпорации, название которой он так и не раскрыл до самой смерти. Условием сделки было то, что на протяжении ближайших 20 лет он не построит ни одного подобного устройства, ведь его изобретение могло стать серьезной угрозой многомиллионной промышленности. Тогда он и исчез из поля зрения газет. 19 апреля 1961 года Хендершота находят мертвым в своем доме. Было ли это самоубийством? Согласно официальной версии или нет, сказать нельзя, потому что расследование причин смерти так никто и не провел. Собственно, как и в случае других смертей изобретателей, занятых производством бесплатной энергии. Стефан Маринов, известный физик, директор Института фундаментальной физики из Австрии, продолжил печальный список ученых, которых постигла трагическая судьба. Чтобы изучить генератор Т-статика, он специально вступил в общину Меттернита в Швейцарии и даже вошел в ее правление. Его целью было раскрыть принцип работы генератора. Однако за его рассекречивание проголосовал только он один. Все же остальные члены правления были против, мотивируя свое решение тем, что человечество еще не созрело для восприятия этого открытия. Маринов считал, что ключом к тайне Т-статика является скалярное магнитное поле, открытое Геннадием Васильевичем Николаевым из Томска.
На основе этого поля он разработал новый тип электрического двигателя, названного сибирским Колей в честь Николаева. Еще немного, и он бы раскрыл секрет тестатика. Но до этого дела так и не дошло, а точнее кто-то не допустил. 15 июля 1997 года профессор Стефан Маринов погиб, будучи выброшенным неизвестным из окна университетской библиотеки в центре города Град. Преступника не нашли, а дело закрыли. Как это было уже не раз в случаях покушения на жизнь изобретателей, работавших вне сферы ортодоксальных научных представлений. В 1990 году Свит Флойд продемонстрировал вакуумный триодный усилитель. Это устройство состоит из 2 ферритовых магнитов и 3 катушек бессердечника. Запускается от 9-вольтовой батарейки. Оно само себя питает как некий автогенератор и выдает наружу 1 киловатт в виде энергии, похожей на электрическую. Почему не электрическую, а похожей на нее, видно из следующих свойств. При коротком замыкании выходных проводов они не нагреваются, а покрываются инеем. А при ударе током получается обморожение участка тела, а не ожог. Также при работе генератора наблюдались гравитационные аномалии. Флойду много раз угрожали и намекали, что с людьми, которые не подчиняются желаниям властимущих, иногда происходят несчастные случаи. Флойд Свит умер от сердечного приступа в 1995 году. Вдова изобретателя передала архивы Флойда известному автомобильному концерну. Среди тех, кто пытался создать работающий бестопливный генератор, был и украинец Андрей Слободян. Самым известным из предложенных изобретателем устройств является магнитный двигатель-генератор, работающий на бифилярных катушках. Он работал на самозапитке. Не найдя поддержки на родине, Слободян перебрался в Корею. Он погиб при странных обстоятельствах в конце августа 2020 года. Это произошло в Сеуле, где у него была лаборатория и совместная с корейцами компания Infinity Safe. По официальной версии он задохнулся от дыма при возгорании кондиционера в номере гостиницы. Команда Андрея смогла подготовить несколько прототипов устройств для промышленного выпуска и продажи. Но на этом дело, похоже, и закончилось. И вот я лично имел встречу в Южной Корее с Андреем Слободяном. Он сам с Украины, да, хотя он заканчивал Бауманский университет здесь. И я с ним говорил и видел его устройство. Я просто был поражен, конечно, тем, что он сделал. Конечно, Андрей Слободян – это гений. Это гений такого же ранга, как Тесла, Никола Тесла. Да? Естественно, вот, что такой человек, он должен был поддержан всячески, на государственном уровне. Но, однако, вот случилось так, что, как случилось, после того, когда он зарядил автомобиль Тесла 200 какой-то там, 206, не знаю, какой тесловский автомобиль, он его зарядил за 13 часов с помощью того генератора, который он лично мне демонстрировал, и я видел это все. И после этого буквально там через 2-3 недели случилось несчастье. Вы знаете, он погиб, ну, считается официально, что он задохнулся в пожаре, но как-то меня лично берут сомнения по поводу того, как он погиб. На самом деле, с самого начала были сплошные проблемы. Поэтому, когда я смотрю на эту историю сегодня, я спрашиваю себя, сделал бы ли я это снова? Нас оскорбляли. Ученые, физики, наши партнеры были подвергнуты оскорблениям. Я могу сказать вам сегодня, что наши исследования, наши технологии в Германии больше не публиковались. То есть был объявлен так называемый общественный запрет на многие годы. Вы можете себе это представить? Статья 5, раздел 5, параграф 3 Основного закона. Есть вопросы, и я всем об этом говорю. У меня тогда были мурашки по коже, как мы просто пытались опубликовать исследования по темам, которые мы сегодня исследуем. Это было просто отвергнуто. Оглядываясь назад, надо сказать, что это было полное безумие. И после на нас полился огромный поток грязи. Тогда не было еще ни Нобелевской премии, ничего. Но сегодня я должен сказать, что это все было правильно. То есть все трудности, которые возникли за эти годы, заблокированные счета, обвинения, доносы. Это невероятно, не правда ли? Мы привели далеко не полный список ученых, которые могли бы изменить будущее всего человечества. К
К сожалению, уникальные изобретения и технологии бесследно исчезли или хранятся в чьих-то сейфах. А сами изобретатели подчас уходили из жизни при загадочных обстоятельствах. Многие случаи объединяет один общий факт. Расследование либо не проводилось, либо не привело к результату. А если и привело, то результат не был обнародован. Но убирали не только тех, кто пытался добыть энергию из эфира, а всех тех изобретателей, которые вставали на пути углеводородной энергетики. Среди них такие известные изобретатели, как Дизель, Шаурбергер, Филимоненко, Мейер, Клем и многие другие. Куда едем? Мы уже приехали. А теперь слушай ты. Нам тут один товарищ схемку передал. Интересная. Так вот запомни, если будешь дальше продолжать заниматься своей установкой, тоже приедешь. Насовсем. Ты все понял? Они забрали мой телефон, разбили всю технику, забрали эту твою железяку и сказали, что убьют, если ты не перестанешь этим заниматься. Я ж тебе говорила. Так, минус телевизор, компьютер, телефон. Знаешь, пойду я еще поработаю. Алло. Здравствуйте. Это Вера? Да, я хочу приехать получше познакомиться с проектом «Созидательное общество». Можно прямо сейчас? Да, спасибо, выезжаю. Вот, друзья, в итоге я понял, что в современном формате невозможно дать энергетическую свободу людям. Нужно менять саму систему. А у нас уже есть выход. Это созидательное общество, а в нем все передовые технологии будут доступны всему человечеству.
Да, вы говорили об этом, когда ехали у меня в такси. Расскажите об этом подробно. Созидательное общество – это мир, в котором все служит для улучшения твоей жизни. Каждую минуту. В созидательном обществе тебе будут доступны репликаторы материи для бесплатного создания вещей и еды. Бесплатное обучение в любой точке планеты. Просторное, бесплатное жилье по праву рождения. В созидательном обществе тебе будет доступна бесплатная, качественная медицина, капсула регенерации тела в каждом доме. Безопасный транспорт и повсюду единая система безопасности. Тебе полагается безусловный базовый доход $10 000 в месяц. Здесь ты будешь по-настоящему свободен. Работа 4 часа в день, 4 дня в неделю. Оплачиваемый отпуск 2 месяца в год. Бесплатные путешествия по всему миру. Интересная, насыщенная жизнь. В созидательном обществе это все будет доступно каждому человеку.